У вас все, да? Да. Обращаюсь сторона. Пожалуйста, у вас есть вопросы к представителю Джоур Кенеш? Да, есть. Пожалуйста. А, Микрофон своей к себе позиции- поверните. Вы же знаете, что ведется стенограмма. В своей позиции Жигур Кенеш Кыргызской Республики отметил в пункте 22 части 4 статьи 40 УПК Кыргызской Республики потерпевший имеет право получить от подозреваемого, осужденного, обвиняемого возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением. Как, по вашему мнению, считается ли преступлением действие конкретного лица, если вина его не доказана в суде и дело прекращено за истечение срока давности постановлением, при этом данное лицо вину не признало и материальный ущерб в суде не установлен? О чем вопрос? Все ясно? Вопрос прямой. Как, по вашему мнению, считается ли преступлением действие конкретного лица, если его вина не доказана в суде и дело прекращено за истечением срока давности постановлением, при этом данное лицо вину в суде не признал и материальный ущерб отрицает? Так, Владимир Ильич, если по практике сейчас судебные, как толкование какая, я не знаю. Честно, может, ответ вам представители Генеральной прокуратуры, Верховный суд, может. Ну, это вот по вашей позиции как раз просто вопрос. Ну, мы в общем написали у вас по законодательству. Представитель Джоур Кенеша отвечает в той мере, насколько считает это возможным, да, в данном случае. Если вы не удовлетворены этим ответом, вы можете переформулировать свой вопрос. Ну, если проще, считается ли преступлением, если обвиняемый вину свою в суде не признал и материальный ущерб отрицает? Вообще, я считаю, что ущерб надо возмещать. Вообще. Тогда скажите, пожалуйста, Он ответил на ваш вопрос, он сказал, что он считает, что ущерб должен возмещаться. Да, скажите, пожалуйста, допускается ли прекращение уголовного дела по сроку давности, простите, пожалуйста, в период с момента утраты силы части 3.1 статьи 26 УПК Кыргызской Республики и до введения в действие части 4.1 статьи 27 УПК Кыргызской Республики, если обвиняемый, опять же, вину не признает и материальный ущерб отрицает? Допускается ли прекращение уголовного дела? Имею в виду по временному правилу. Да, вот именно в этот временной пробел с отменой части 3.1 статьи 26. Я так считаю, что в судебной практике были какие-то проблемы, надо решать Верховный суд. Надо принимать постановление пленума. Так образом надо решать этот вопрос. Так, у вас есть еще вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, может ли потерпевший, обратившийся в гражданском порядке с иском без приговора, без установленного судом материального ущерба, без доказательной базы, взыскать материальный ущерб и моральный вред в гражданском порядке? Не знаю, судья как требует доказательную базу, я не знаю. Правильно? Ну и тогда вот еще один вопрос. В позиции Верховного суда отмечено, что согласно пункта 6 части 1 статьи 141 Кодекса Кыргызской Республики о неналоговых доходах от взимания госпошлины освобождается истцы по искам возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Считаете ли вы прекращение уголовного дела по сроку давности постановлением доказательством, что материальный ущерб причинен преступлением? И освобождается ли в данном случае истец от госпошлины? По вопросу госпошлины у нас, согласно кодексу о неналоговых доходах, от взимания государственной пошлины освобождает от истцы. Правильно?
по искам возмещения материального ущерба. Причина преступления. Ну тут вот основная часть вопроса. Считаете ли вы прекращение уголовного дела по сроку давности именно постановлением, доказательством, что материальный ущерб причинен преступлением? Здесь присутствует представитель Верховного суда. Может, К ним тоже это вопрос ко всем будет. Самат Хаштобекович, если вы затрудняетесь, так и отвечаете. Я затрудняюсь. это я Отсылать не нужно другим, у них свои позиции. потому что до позиции Верховного суда мы не знаем. Есть еще вопросы у вас? Виталий Владимирович. Да, один такой коротенький еще вопрос. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, мотивировочная часть решений Конституционной палаты Верховного суда, которые действуют, Конституционного суда Кыргызской Республики, Верховного суда Кыргызской Республики, являются ли неотъемлемой частью наряду с резолютивной частью? То есть является ли неотъемлемой частью мотивировка, все, что там указано, наряду с резолютивной, Другие решения и суда, да? является ли обязательной для исполнения Конечно, всеми да, для- государственными органами? Конечно, обязательно для государственного. Все, у меня все. Все, он ответил. Так, пожалуйста. Так, скажите, пожалуйста, вот относительно закона, вот, который мы оспариваем, это от 10 марта 2021 года за номером 29. Кто был инициатором данного законопроекта? Вы не в курсе? Нет, последовало 24 года, да? Нет, Или нет, который 21-го. 21 года я точно не знаю. Не знаете, да? Хорошо. А 24 года это депутаты Джорки. Да? Ага. Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, по каким основаниям при подготовке и принятии закона Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года за номером 29 не была дана правовая оценка положениям части 3.1 статьи 26 УПК Кыргызской Республики, то есть редакции 2017 года, которые гарантировали защиту прав потерпевших? То есть, объясню вопрос, данная норма, она как бы гарантировала защиту прав потерпевших в части возмещения ущерба, но когда вы ее отменяли, то есть признавали утратившие, Честно, я не знаю. хорошо, тогда такой вопрос уточняющий, а вот именно при рассмотрении данного законопроекта, почему, можно сказать, Жогорку Кеңеш не принял во внимание решение Конституционной палаты Верховного суда от 19 марта 2024 года за номером 22. И когда приняли этот закон, что Да, почему не приняли во внимание именно мотивировочную часть решения? я думаю, что здесь противоречия нет. Нету, да? 24-го. Хорошо. Тогда такой вопрос. То есть, когда отменяли данную норму, можно сказать, учитывался ли именно баланс размерности и справедливости, в том числе, то есть равенство потерпевшего и обвиняемого, раз вы отменяли? Да, наверное, я точно не знаю, какой, может, Камин или депутаты инициировали этот законопроект. На каком основании, я не знаю. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот именно в практике Жогорку Кеңеша, вот именно придание вот обратной силы закона, вот вы вносите изменения, например, в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс, какую-то часть, Переходный да, закон, да? вот именно в этой части. Нет, обычно напишем закон о переходном положении, а я отметил в своем выступлении, если какие-то будут проблемы таком, тогда Верховный суд надо решать. Может, постановление принимает, может, Верховный пленума, да, в таком формате. Так. Скажите, Есть еще пожалуйста, вопросы? Да, есть Говорите. вопросы. Вот вы как представитель Жогорку Кеңеша считаете ли то, что вот этот вот именно период с 21 года по 24 год, то, что он как бы лишил
возражать потерпевших против прекращения уголовного дела? Так не считаю, что если проблемы в судебной практике, я вам ответил, что Верховный суд надо решать, принимать постановление пленума в таком формате, да. Я так не считаю, ага. это не противоречит. Хорошо, вот вы отметили относительно законопроекта, который был внесен изменением уже в УПК 2021 года, именно 4 прим. 1. То есть вы внесли, и вы сказали то, что инициаторами были депутаты, да? Вот основанием для инициирования данного законопроекта что послужило? Я прочитал справку об основании, там четко не написано, на каком основании внесли изменения, там точно нет. Хорошо, спасибо. Нет Еще вопросов. вопрос? Да, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, ответьте на мой вопрос, да? Вот зачем тогда законодатель, да, просто реанимирует вот эту норму 3.1, да, статьи, если признают утратившую силу, да, а потом проходит какой-то период, да, почти 3 года, да, и обратно 4.1 носит. Для чего? Я не пойму. Но было оставить это так же? Ответь. Может быть, обратись граждане. Поэтому, да. Да, да, поэтому, может, как пример. А, то ли Ну, вы то есть хотите. точный ответ вы не можете дать, да? Я так ответил. Да. Да. Ну, все. Спасибо. Нет больше вопросов? Уважаемые судьи, есть вопросы? Присаживайтесь. Немея Самат Хаштубекович, мы говорили с вами неоднократно, да, что по предмету рассмотрения все, что происходило процедурно в Джогур-Кеңеше, кто инициировал, каким образом, какие экспертные заключения имеются, какое обоснование об этом имеется, чтобы вот эти все материалы и ваша позиция основывалась на этом, и вы должны полноценно быть готовыми ответить на вопросы, которые касаются этих процедур, процедуры принятия этих законопроектов. Присаживайтесь.